Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами установочный вебинар по сопровождению всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя в 2021 году. Фактически мы говорим о том, что этот конкурс, он у нас уже с вами ежегодный, он традиционный, но, как и любое направление, данный конкурс не стоит на месте, и в него также вносятся изменения. Поэтому цель нашего сегодняшнего мероприятия – это фактически рассказать о том, какие изменения коснулись данного положения, данного конкурса, и пройтись более подробно, остановиться на каких-то деталях для того, чтобы облегчить вам процедуру подготовки к участию в данном конкурсе. Если будут возникать какие-то вопросы по ходу моего повествования, пожалуйста, пишите либо во вкладке «Вопросы», либо в чате, и я буду стараться на них отвечать. Для тех, с кем мы еще не знакомы, зовут меня Исаева Наталья Николаевна. Я заведующая Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Комреспубликанского института развития образования. И я непосредственно к этому конкурсу подключаюсь уже второй год. И, соответственно, в этом году для того, чтобы минимизировать те риски и те сложности, которые возникали из года в год в этом конкурсе, было принято решение о внесении небольших корректировок к требованиям. Поэтому я прошу очень внимательно просмотреть этот вебинар, прослушать всю информацию, и если после этого останутся какие-то вопросы, то на последнем слайде будет представлена контактная информация и мои контактные данные, и данные Тамары Александровны Четкиной, которая уже на протяжении, наверное, всех последних лет занимается этим конкурсом и, собственно, сопровождает вас и всех конкурсантов в этом конкурсе. Фактически все вы прекрасно знаете, что 14 января 2021 года Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми подписало приказ об организации проведения республиканского этапа ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя в 2021 году. И согласно этому приказу конкурс проводится в период с 15 января по 12 мая 2021 года, но об этом чуть позже. В целом хочу отметить, что организаторами конкурса также традиционно выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Сыктывкарская и Воркутинская епархия Русской Православной Церкви, ваши покорные слуги, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Комреспубликанский институт развития образования. Конкурс, напоминаю, проводится по инициативе Русской Православной Церкви при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах. Оператором конкурса от Института развития образования является как раз-таки наш центр. Это Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности Комреспубликанского института развития образования. Цель конкурса у нас немножечко подкорректировалась в этом году в соответствии с федеральными требованиями. И цель данного конкурса – это развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования, воспитание детей и молодежи в образовательных организациях всех уровней, начиная с дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования детей в воскресных школах и православных школах и гимназиях. Внимательно изучив положение, вы обратите внимание на то, что
цели и задачи конкурса были подкорректированы в связи с изменениями, произошедшими в Конституции, с принятием изменений в Конституции Российской Федерации, а также это связано с теми изменениями, которые были внесены в Закон об образовании Российской Федерации в июне 2020 года. Задачи конкурса, они традиционные, их 3. Это обобщение имеющейся практики и выявление лучших систем духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях. Это распространение лучших практик духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных организаций, а также поощрение их за высокое качество духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и образования детей и молодежи. Состав оргкомитета, номинации конкурса у нас с вами традиционно 4. О них я расскажу вам чуть позже. Собственно, в оргкомитет конкурса у нас с вами включается, вы видите, что, собственно говоря, 1 председатель и 2 сопредседателя – это архиерея и иерея Сыктывкарско-Воркутинской епархии на основании документов, которые представлены. И фактически мы с вами приступаем к подготовительному этапу. А вот теперь вернемся к номинациям конкурса. В этом году традиционно, как и ранее, в конкурсе у нас с вами 4 номинации. Кто же может принимать участие в данном конкурсе? Участниками конкурса являются представители всех типов образовательных организаций Республики Коми. Это педагоги, воспитатели, специалисты в области воспитания и коллективы авторов, но не более 3 человек. Также это могут быть руководители образовательных организаций. Это образовательные организации, реализующие образовательные программы независимо от их организационно-правовой формы. И педагоги и все остальные перечисленные специалисты образовательных организаций дополнительного образования детей, независимо от их организационно-правовой формы. Представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, и представители воскресных школ. Основанием для участия в конкурсе является личная заинтересованность участника, как и в любом конкурсе. И подчеркиваю, что каждый участник, либо участники, может представить не более 1 конкурсной работы в 1 номинации. Участие в конкурсе является бесплатным. И также подчеркиваем, что участник или участники должны предоставить конкурсную работу, которая не участвовала и не участвует в других конкурсах. Если будет выявлено, что ваша работа заявлена на другой конкурс, либо она являлась уже победителем, например, прошлых лет, то, коллеги, ваша работа будет отклонена в ходе технической экспертизы. Итак, остановимся на 4 конкурсных номинациях. Первая номинация звучит следующим образом. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации. Коллеги, я подчеркиваю, что здесь, в данной номинации, выдвигаются аналитические отчеты о системе работы образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию за последние 3 года. Аналитический отчет должен представлять собой глубокий, четкий, аргументированный анализ той или иной проблемы, план или описание решения данной проблемы. То есть проблема выявлена, проанализирована,
и вы предлагаете некое решение данной проблемы. При этом я подчеркиваю, что за 3 последние года последовательно. Требования к структуре аналитического отчета должны быть следующие. Это титульный лист, содержание отчета, то есть, например, описание структуры отчета, номера страниц, с которых начинаются разделы и так далее. Введение, то есть аргументация актуальности работы, описание способов и методов изучения темы либо материала, анализ источников, цели, задачи аналитического отчета. Далее, основное тело документа, оно может включать в себя разделы и подразделы, каждый из которых представляет собой логичное и четко выраженное выражение тематического материала. При этом, коллеги, компиляция не допускается. Если вы используете какие-то нормативно-правовые акты, а практика прошлых лет показала, что вы, даже цитируя в ГОС, почему-то не указываете на него ссылки и приписываете авторство себе. Очень хочется верить, что это просто по, наверное, недосмотру, но тем не менее. Если вы используете чужие материалы, то обязательно должна быть ссылка на цитируемый материал. О требованиях я также скажу. Заключение, то есть некий вывод, это могут быть результаты работы. Описание выводов, к которым вы пришли в рамках рассмотрения той или иной проблематики. То есть те выводы, которые были сделаны во время исследуемого периода работы. Также обязательно должен быть список использованных источников, который составляется в алфавитном порядке и в качестве приложений. При необходимости могут быть представлены, например, план воспитательной работы, разработанный, может быть, какой-то ОМК вы разработали, может быть, локальные документы, диагностический инструментарий. Могут быть представлены фото- и видеоматериалы, печатные издания, методические материалы. Может быть, графические модели системы воспитательной работы образовательной организации. Либо же наградные документы, которые послужат подтверждением того, что та работа, которую вы провели с обучающимися, она имела успех, и, соответственно, ваши обучающиеся, я подчеркиваю, не ваша работа, не ваш труд, а ваши обучающиеся в результате проделанной работы стали победителями, призерами тех или иных конкурсных испытаний. Но эта связь должна просматриваться. Эта связь должна быть прозрачна. Потому что были примеры, когда нам подтверждение результатов воспитательной, грамотной выстроенной воспитательной работы прикладывали диплом победителей таких федеральных конкурсов, там, как, например, британский бульдог. Но, наверное, это не совсем в данном случае корректно. Вторая номинация – это лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. В данной номинации выдвигаются программы духовно-нравственного воспитания и развития личности, реализуемые в образовательных организациях на уровне начального общего образования. Программы воспитания и социализации, реализуемые в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования. Могут быть представлены программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы и программы комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, гражданско-патриотическому воспитанию, реализуемые в государственных, муниципальных и общественных организациях. То есть программы, либо курсы. Третья номинация – лучшая методическая разработка по предметам основы религиозных культур и светской этики и основы либо же основы духовно-нравственной культуры народов России, либо основы православной веры. Последнее для образовательных организаций с религиозным либо православным компонентом.
В данной номинации выдвигаются методические материалы, обеспечивающие решение задач духовно-нравственного развития воспитания обучающихся в процессе изучения различных модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметов области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». При этом особое внимание следует уделить достижению обучающихся предметных, метапредметных и личностных результатов, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Подчеркнуть интеграцию урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся. И межпредметную интеграцию на основе базовых национальных ценностей. Например, методические разработки цикла учебных занятий по модулям, интегрированные занятия с внеурочной деятельностью по одному из модулей. Это могут быть разработки мероприятий, проекты воспитательной, просветительской направленности, имеющие значительный педагогический потенциал и доказавшие свою значимость для развития системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. Могут быть какие-то другие на ваше усмотрение, но самое главное, что это методическая разработка. Наибольшие сложности вызывает, наверное, последняя номинация. Это лучший образовательный издательский проект года. В данной номинации выдвигаются публикации, журналы, учебники, книги, сайты и другие издания, отражающие систематическую духовно-нравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско-патриотическую, военно-патриотическую работу с детьми и молодежью. При этом, коллеги, практика прошлого года показала, что ваша разработка должна обязательно до момента загрузки на федеральный портал пройти процедуру утверждения на научно-методическом совете КРИРО. Соответственно, вы заранее должны будете направить данное методическое пособие на утверждение в КРИРО, пишите заявление. Научно-методический совет института, который собирается ежемесячно, рассмотрит. И в случае, если ваш труд будет признан некомпиляционного характера и будет признано, что он имеет методическую ценность, он получит гриф, собственно, рассмотрено и утверждено научно-методическим советом и рекомендовано к использованию. Коллеги, практика прошлых лет показывает, что в противном случае и в этом году на установочном вебинаре про это говорили, что если такого грифа не будет, то на уровне федерации научно-методическое пособие рассматриваться не будет. Итак, каков же порядок проведения данного конкурса? Я уже пролистывала эти слайды немножечко. 3 этапа. Это республиканский, межрегиональный и 3-й этап тоже всероссийский. Первый этап республиканский проводится, вы видите, по положению написано, что проводится он с 15 января 2021 года по 31 марта 2021 года. Но, коллеги, я повторю свою мысль еще раз. 31 марта 2021 года – это последний день, когда вы должны будете загрузить материалы на федеральный портал. Я сейчас отвлекусь. Коллеги, если у кого-то нет видео, я предлагаю либо обновить страничку, нажмите F5, либо выйдите из вебинара и зайдите в него вновь, и тогда должно все появиться. Насколько я понимаю, у других коллег все хорошо. Очень на это надеюсь. Итак, возвращаясь к порядку проведения конкурса. Коллеги, в этом году, опять-таки же, в
положении, утвержденном приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, прям выделено капслоком, полужирным шрифтом, что конкурсная комиссия принимает заявку участника по форме, про которую я вам чуть позже скажу, только после прохождения технической экспертизы. Конкурсная работа, оформленная в соответствии со всеми требованиями, может быть загружена на сайт федерального портала. Коль скоро, я повторю, должны вы это будете сделать самостоятельно до 31 марта. Поэтому, коллеги, предупреждаем вас, что процедура будет в этом году следующая. Перед тем, как загружать работы на федеральный портал, вы направляете работы Тамаре Александровне Ичеткиной. Адрес указан. Тамара Александровна вместе с коллегами проводит техническую экспертизу ваших материалов. И только после этого вам с адреса Тамары Александровны, либо моего, либо официального адреса КРИРО, приходит уведомление о том, что вы можете загружать свои материалы на сайт, либо требуется какая-то доработка. Коллеги, только после того, как вы получите письмо о том, что ваша работа прошла техническую экспертизу и к ней нет никаких нарицаний, вы можете загружать работу, регистрироваться на федеральном портале и загружать туда свою работу. Практика прошлых лет, а это не только последний год, когда я подключилась к этому конкурсу, но и прежних лет, показала, что федерация очень трепетно относится к требованиям, к соблюдению тех требований, которые они выставляют. И если какая-то часть работы отсутствует, либо не выполнено какое-либо одно, казалось бы, с вашей точки зрения, незначительное требование, но с точки зрения федерации значительное, любое их требование, работа не проходит техническую экспертизу и не допускается к конкурсному испытанию. Поэтому с целью помочь вам и обезопасить вас от такой ситуации, в этом году мы приняли такое решение. Это дополнительная работа на наш центр, потому что ежегодно количество участников конкурса достигает до 90, а то и более человек. Практика показывает, что мы некоторым из вас, коллеги, помогаем по несколько раз. То есть, например, сейчас уже пошли звонки о том, что, коллеги, вот подскажите, появилась такая идея, а можем ли мы вот с этим, вот, например, там, методической разработкой вот податься, вот, попробовать заявиться на этот конкурс. И Тамара Александровна уже начала консультировать вас, и она готова продолжать это делать, и мы все вместе с коллегами. Поэтому с целью методической помощи, ни в коем случае не с какими-то там иными целями, мы просим, такое требование ввели в этом году. Так, остановлюсь еще раз. Первоначально вы высылаете на центр, работу на центр. После того, как вы получаете письмо от центра, что ваша работа прошла техническую экспертизу и может быть допущена для вставления на федеральный портал, только после этого вы регистрируетесь на федеральном портале и заполняете работу. Все мы прекрасно знаем, что нам наибольшее количество конкурсных работ приходит в последний день. 31 марта – это среда. Поэтому мы установили цейтнот для нас 22 марта. Коллеги, мы принимаем от вас работы для технической экспертизы до 22 марта. Мы даем вам 10 дней на загрузку, может быть, какую-то доработку, может быть, какие-то там уточнения, корректировки потребуются. И после этого вы будете загружать работы на федеральный портал. Если здесь есть коллеги, кто уже участвовал, а я смотрю по фамилиям, что есть такие прошлые года, то они прекрасно не дадут мне соврать и подтвердят, скорее всего, мои слова о том, что на федеральном портале загрузка тоже дело не 5 минут. Поэтому эти сроки, они, с нашей точки зрения, оправданы. Подведение итогов осуществляется с 1 апреля по 12 мая 2021 года.
Министерство образования и науки и молодежной политики Республики Коми направляет приказ и положения в муниципальный орган управления образованием, в государственные образовательные организации. Ну а мы, в свою очередь, мы, институт, размещаем всю необходимую информацию на сайте профессиональных конкурсов, на сайте КРИРО и, собственно, на всех новостных лентах. Далее, порядок проведения. Межрегиональный этап у нас с 14 мая по 31 июля. Ну и третий этап, это всероссийский этап с 1 сентября по 30 ноября 2021 года, если ничего не изменится. Ну и консультации, вот, собственно, приемы заявок от претендентов конкурсной работы по электронному адресу. Вот он указан. Также он будет указан на последнем слайде. И наши телефоны с Тамарой Александровной также указаны здесь, а далее указаны будут на последнем слайде. Итак, далее я позволю себе пойти не по презентации, а непосредственно перейти к документу, то есть к положению, с которым вы будете работать, коллеги, да. Соответственно, положение – это у нас приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Именно этим приказом было утверждено положение о проведении данного конкурса, и все требования как раз-таки прописаны в этом положении. Итак, пункт 7 данного приказа как раз-таки касается конкурсных материалов. Я напоминаю, что участники конкурса предоставляют все материалы на бумажном носителе и в электронном виде. На бумажном носителе, опять-таки же, только после того, как мы вам провели техническую экспертизу. Итак, что же мы от вас, какие материалы мы от вас ждем? Мы от вас ждем 6 основных материалов. Первое – это заявка на участие в конкурсе. Мы по ней сейчас пройдемся более подробно. Далее – это согласие на обработку персональных данных. Причем, коллеги, не надо изобретать велосипед. На сайте КРИРО данное положение, и вам уже разослано было по муниципалитетам с адресом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, данное положение было разослано в вордовском документе. Поэтому убедительная просьба не менять те документы, которые являются приложением к данному приказу. Ни заявки, ни согласия на обработку персональных данных, ни страничку краткой аннотации работы. Не надо ничего менять. Коллеги, мы все документы оформили в соответствии с требованиями федералов, поэтому, чтобы не делать двойную работу ни нам, ни вам, пожалуйста, давайте относиться к документам с уважением. Итак, мы ждем от вас заявку, согласие, краткую аннотацию работы, сами конкурсные материалы, приложения, рекомендательные письма, экспертное заключение, отзывы специалистов. Причем вы видите, что оргкомитет конкурса получит материалы, которые вы на бумажном носителе направите по почте или доставите личным или там курьером. Соответственно, адрес указан. И электронная версия после. Я вот сегодня это несколько раз повторю. Я понимаю, что у вас набьет это оскомину, но тем не менее, коллеги, для того, чтобы это у вас отпечаталось в памяти. Только после прохождения технической экспертизы вы направляете и загружаете на портале конкурс «Подвиг учителя.ру». Требования к электронным версиям конкурсных работ есть. Порядок оценивания конкурсных работ представлен также в положении. Поэтому убедительная просьба. Я сейчас остановлюсь на наиболее
значимых моментах, обратите тоже, пожалуйста, на них свое пристальное внимание. Итак, кроме того, хочу еще обратить ваше внимание, что в этом году оргкомитетом были внесены изменения в процедуру оценки конкурсных работ. Оргкомитетом на основе рейтинга утверждаются победители конкурса в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов. Общее число призовых мест в 4 номинациях определяется в количестве 5 по 1 месту на каждую номинацию. То есть 4 победителя и 1 гран-при. Подчеркиваю, нет вторых, нет третьих мест, только победитель и лауреаты. При этом подчеркну, что также практика прошлого года показала, и мы решили добавить этот пункт, что оргкомитет с правами жюри имеет право не присуждать первое место в номинации или присудить, например, 2 первых места в номинации, если мы будем понимать, что 2 работы достойны этого, и они, что называется, равнозначны. Из числа 5 победителей, соответственно, рейтинга, выделяется обладатель гран-при конкурса и 4 человека обладатели призовых мест. Я напомню, что победителями в каждой номинации, в любой номинации, может выступать как человек отдельно, так и коллектив авторов, но не более 3 человек. Но обратите внимание на пункт 8.9. Обладателем гран-при конкурса может быть только индивидуальная работа. И посмотрите, подведение итогов первого этапа конкурса проводится с 1 апреля по 12 мая, то есть у нас будет почти 1,5 месяца для того, чтобы подвести итоги, оценить работы и, соответственно, выявить победителей. Работы победителей будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми» в разделе «Лучшие практики». Обратите, пожалуйста, внимание также на пункт 10 данного положения – это авторские права. Согласно данному положению, участники конкурса передают учредителю, то есть Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и организатору, то есть Комреспубликанскому институту развития образования, не исключительное право на доведение своего конкурсного материала до всеобщего сведения любым возможным способом. И в случае использования автором конкурсной работы сторонних ресурсов, обратите, пожалуйста, внимание, то, о чем я говорила, компиляция недопустима. Так вот, если используются сторонние ресурсы, то в соответствии со статьей 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо грамотно ссылаться на источник. Размещая материалы, вы, коллеги, то есть авторы, гарантируете, что, во-первых, работа выполнена лично вами, или вы являетесь соавтором, научным руководителем, либо составителем. Составители тоже вы знаете, когда мы являемся авторами, а когда мы являемся составителями. Вот эти понятия тоже, пожалуйста, разводите. По данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующими подаче материалов на конкурс. То есть это то, о чем я говорила, ваша работа не была заявлена для участия в другом конкурсе и, соответственно, не получила там призовое место, например, на уровне республики, отвечая на вопрос Инники Ивановны. Далее.
Все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические источники. Иллюстрации, фото, видеографические материалы имеют указание первоисточника. Фотографии, авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей. Коллеги, вот этот пункт имеет особое значение. Мы настолько привыкли публиковать фотографии наших обучающихся во всех доступных источниках, и подтверждением, например, проведения того или иного мероприятия также являются не только наградные материалы, но и некие фото- и видеоотчеты о том, что вот оно состоялось. При этом не забудьте, пожалуйста, взять согласие родителей, законных представителей обучающихся на передачу информации третьим лицам. В данном случае мы будем являться тем самым третьим лицом. Для чего это делается? Я повторю, что ваша работа со всеми приложениями будет выставлена на портале «Открытое образование», чтобы у вас и у нас в дальнейшем не возникло сложностей как раз-таки с фотографиями несовершеннолетних. Далее, что еще нам тут важно? Обращаю ваше внимание, что по всем 4 номинациям разработаны кодификаторы, которые я предлагаю вам очень внимательно изучить перед тем, как вы начнете писать свою работу или думать о своей работе. Соответственно, обращаю ваше внимание здесь на следующее. Кодификаторы разработаны, критерии и показатели приведены, поэтому просто соотносите показатель, соответствует представленный материал цели и задачам конкурса или нет. Есть педагогическая, например, актуальна данная, целесообразно представление данной работы, актуальна эта проблематика сейчас или нет. Возможно использовать работу и ее результаты в практике других регионов, либо других образовательных организаций педагогов, либо нет. Коллеги, вот на это мы специально кодификаторы вам выкладываем, они прозрачные. Это те показатели, по которым будет оцениваться ваша работа. Поэтому у вас есть методисты в образовательных организациях. Поговорите с ними, либо заместители директоров по учебной, по воспитательной работе. Поговорите с ними и попробуйте подойти к своему труду критически. Обращаю ваше внимание, что пункт, такой критерий, как качество условий образовательной деятельности, то есть методическое обеспечение программы, материально-техническое и так далее, оно тоже соответствует. Особое внимание хочу уделить следующему пункту. Такой показатель, как наличие рецензий на представленный материал. Коллеги, привожу пример из прошлого года, потому что я подключилась к данному конкурсу, повторю, только в прошлом году. Очень много работ было представлено, где коллеги ссылаются на то, что они проводят мероприятия, например, совместно с представителями Русской Православной Церкви. Ну, точнее, с представителями той или иной епархии Русской Православной Церкви, Воркутинской или Сыктывкарской. При этом никаких отзывов от епархий, не от конкретного священнослужителя, иерея или архиерея, а именно от епархии в качестве подтверждения не представлено. Тогда у нас возникает правомерный вопрос, собственно, а проводилась ли данная работа? Я лично в прошлом году созванивалась с Воркутинской епархией, с Сыктывкарской епархией для того, чтобы выяснить, а знает ли, собственно, наши уважаемые священнослужители о том, что тот или иной педагог, оказывается, проводит какие-то мероприятия, вот, собственно, с духовенством. И были случаи, когда представители епархии мне не могли подтвердить данные факты.
Были такие случаи, когда, да, духовенство говорило, да, конечно, но к нам никто не обращался за рецензиями или за отзывами. Поэтому, коллеги, обратите внимание, пожалуйста, на этот факт. Рецензии от отделов религиозного образования, катехизации Русской Православной Церкви, то есть в данном случае мы имеем в виду епархию, а не отдельного служителя церкви. Это может быть настоятель прихода, со всем уважением, но тем не менее епархия. Если будут возникать какие-то сложности с рецензиями именно от епархии, то, пожалуйста, позвоните нам в центр, мы подскажем, как это проще, быстрее, ну и грамотно сделать, чтобы это было не затратно ни для вас, ни для нас по времени. И опять-таки же культура представления конкурсной работы. Мы все с вами высокие профессионалы или профессионалы высокого класса, поэтому иногда у нас просто физически не хватает сил моральных или каких-то там временных ресурсов для того, чтобы привести работу в соответствие с теми требованиями, которые нам кажется, что вот за содержание мы отвечаем, а вот качество подачи материалов иногда, к сожалению, страдает. Поэтому, коллеги, давайте уважать и ваш труд, и наш труд. Не давайте оформлять работы в соответствии с требованиями. Написано шрифт New Times Roman, мы его и используем. Написано 12-й кегль, мы его и используем. Написано не более 1000 знаков. Соответственно, это требование, пожалуйста, тоже выполняем. Далее. Такие критерии и показатели прописаны по всем 4 номинациям. Они фактически перекликаются, но при этом в каждой номинации понятно, что есть свои уникальные критерии, которые отвечают за уникальность данного конкретного направления или данной конкретной номинации. Поэтому я не буду останавливаться на них подробно. Наличие рецензий, уровень. Угу. Итак, смотрите. Далее. Переходим непосредственно к тем материалам, которые мы от вас будем ждать. Первый документ – это заявка. Коллеги, подчеркиваю, что заявку от вас мы ждем в формате Word. Не PDF, не TIFF, не еще какой-нибудь, не картинкой, а Word. Сведения об участнике и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, подпись личная участника, либо коллектива авторов не более 3, и дата подачи заявки. Здесь, в общем-то, сложностей не возникает. Далее. Пожалуйста, очень внимательно прописывайте организацию. Причем в данном случае мы от вас ждем не GoSosh или MoSosh или еще чего-нибудь. Мы от вас ждем полное наименование организации в соответствии с уставом. Особое внимание обращайте, пожалуйста, на кавычки, потому что иногда бывает, например, муниципальное образовательное автономное учреждение, кавычки открываются, средняя общеобразовательная школа номер 23 города Воркуты, кавычки закрылись. А иногда бывает, например, муниципальное общеобразовательное учреждение, кавычки открылись, средняя общеобразовательная школа, кавычки закрылись, С. Объячева. То есть вот эти тонкости открываем устав и берем из устава. В прошлые года нам приходилось эти заявки за вас дорабатывать. Коллеги, 98 работ, 76 работ. Представляете, какой-то это колоссальный труд. И адрес сайта организации тоже, пожалуйста, указывайте. Ныне действующий, потому что многие организации поменяли свои сайты, и иногда действительно пытаешься найти, и что-то можешь не найти. E-mail, если в первом случае мы требуем ваш, просим указать ваши требования такие, во втором мы просим указать e-mail
собственно говоря, адрес электронной почты образовательной организации. Далее тот документ, про который я сегодня говорила, согласие на обработку персональных данных, вот оно нам нужно в формате PDF. Вы можете прямо здесь в вордовском документе все заполнить не от руки, а напечатать, но подпись и расшифровка подписи с датой должны быть заполнены вами собственноручно, и именно поэтому мы просим отсканировать вот эту страничку. Именно PDF. Потому что вы нам только не отправляете, фотографируете на телефон и так далее. Качество. Далее в России оно просто не пройдет. На федеральный уровень такое не пройдет. Почему я прошу, не прошу, а требование такое, что вы берете именно нашу форму согласия, потому что, коллеги, здесь мы уже прописали и свою организацию, и конкурс, и так далее, и так далее. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Далее. Документ, который называется «Краткая аннотация конкурсной работы». Аналогично. Мы убираем всевозможные слова приложения номер 4 к положению и так далее. Мы оставляем краткую аннотацию конкурсной работы. Она предоставляется нам в оргкомитет в формате Word. При этом, коллеги, подчеркнуть мы умеем, да, тут несложно. В данном случае краткая аннотация. У нас есть требования, ограничения по количеству печатных знаков. Подчеркиваю, не более 1000 печатных знаков в вашей работе. Коллеги, здесь не нужны общие слова. 1000 печатных знаков, вы прекрасно все знаете, что это у нас полустранички А4. Здесь нужна изюминка вашей работы, то есть краткое, четкое, понятное описание вашей работы, особенности вашей работы. Поэтому не стоит растекаться мыслью по древу, все четко, кратко, ясно, понятно. То есть краткое описание. И 1000 знаков, это, пожалуйста, тоже не забываем. Далее. Требования к представлению конкурсной работы. Вы видите, что формат Word, объем до 30 страниц, шрифт Кегль 12, шрифт Times New Roman, интервал полуторный, поля по всем сторонам по 2 сантиметра. Нет пробелов, нет символов табуляции для формирования текста. Отступы мы делаем автоматически. Команду «Вставить сноску» мы не делаем. Текст набирается без переносов. Это как раз-таки та самая культура оформления текста, коллеги. Давайте будем внимательны друг к другу в данном случае. Если ваш текст не будет соответствовать требованиям, просто не пройдете техническую экспертизу. Мы не будем за вас убирать переносы. Мы не будем проверять на наличие дополнительных пробелов. Красная строка автоматически. Любые сокращения в тексте должны быть расшифрованы, даже если они традиционные в данной отрасли науки. При архивации материалов следует использовать форматы либо zip, либо RAR, никакие другие. Конкурсная работа начинается титульным листом, содержащим сведения об, собственно, авторе о конкурсной работе, полностью фамилия, имя, отчество и так далее. Мы сейчас до этого дойдем. При этом, коллеги, материалы предоставляются в формате Word или PDF. В PDF мы с вами договорились, что у нас представляется только согласие на обработку персональных данных, либо подтверждающие документы как в качестве приложения. Понятно, что отзывы, например, вы будете сканировать, потому что там подписи. Все остальные материалы, сама конкурсная работа, аннотация, заявка, оно оформляется в вордовском документе, в вордовском формате.
подчеркиваю, название всех прикрепляемых файлов должно содержать фамилию и инициалы авторов, например, Иванов А.И. заявка, Иванов А.И. согласие, Иванов А.И. работа, Иванов А.И. аннотация и так далее. Начинаем с фамилии. Объем загружаемых материалов не должен превышать 4 мегабайта. И количество приложений к основному материалу не должно превышать 5 документов. После того, как вы пройдете техническую экспертизу в нашем центре, вы будете регистрироваться и регистрироваться на портале конкурса «Здравствуй, подвиг учителя» и загружать туда уже конкурсные материалы. Только после технической экспертизы. Итак, про это мы вам, собственно, скинем отдельную инструкцию, когда направим вам одобрение, то есть что вы прошли техническую экспертизу, мы вам повторно направим инструкцию по регистрации и загрузке конкурсных материалов. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, что, коллеги, те, кто проходили уже эту процедуру, знают, что, повторюсь, загрузка – это достаточно длительный, сложный, неоднозначный процесс, поэтому не у всех коллег получается это сделать с первого раза. И мы настоятельно рекомендуем. После того, как вы, собственно, загрузите, как вам покажется, все материалы, еще раз внимательно просмотрите, соответствуют ли ваши материалы тем требованиям, которые представлены на федеральном портале. Может быть, вы перепутали какой-то документ, может быть, вы в спешке что-то не так назвали и так далее. Еще раз проанализируйте. Может быть, даже вы загружаете, ушли с сайта, подумали, отдохнули, переключились на другой вид деятельности, возвращаетесь на сайт, материалы никуда не пропали, еще раз все проверили, и только после этого нажимаете «Отправить». Только после этого, проверив все неоднократно, потому что были случаи, что уходили, например, не все документы, в спешке забыли прикрепить согласие или еще что-то. Поэтому, коллеги, очень и очень внимательно. Далее, собственно, сама конкурсная работа. Сама конкурсная работа начинается у нас с вами с титульного листа. И я подчеркиваю, что в этом году недопонимание у нас почему-то в прошлом году оказалось, поэтому подчеркиваю, что у работы должно быть 2 титульных листа. Титульный лист – это все приложение номер 6 к положению. Итак, смотрите, образцы оформления титульного листа, образцы, то есть их 2. У каждой работы будет 2 титульных листа. Для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы требования федерации у нас, образовательная организация, то есть руководитель образовательной организации, должны утвердить те материалы, которые направляются на конкурс. Конкурс федерального значения. И когда коллеги, минуя руководство, направляют документы, почему-то федералы решили, что это не совсем корректно. Поэтому, коллеги, первый титульный лист выглядит следующим образом. Я подчеркиваю, мы не выбираем или-или. У нас 2 титульных листа. Первый титульный лист – наименование образовательной организации. Первоначально вы нам пришлете без регистрационного номера работы, потому что вы еще не зарегистрируетесь. Регистрационный номер работы. Вы когда уже будете регистрироваться, вы допишите его здесь. Наименование, возраст детей, далее город, епархия, метрополия, контактные данные, электронная почта, телефон, год, фамилия, имя, отчество автора, должность автора данной работы. Наименование образовательной организации, в данном случае также в соответствии с уставом полное наименование. Прописываем полностью. На втором титульном листе
Обязательно должна быть подпись и печать директора со словами «Утверждаю». Я подчеркиваю, не педсовет, не НМС вашей организации. Директор, руководитель вашей образовательной организации. Далее, название, например, такой-то, такой-то, срок реализации, возраст детей, на которых рассчитан. Далее, разработчик или разработчики, далее город Сыктывкар, епархия, название метрополии и контактные данные. Также регистрационный номер. И здесь указываем почтовый еще, кстати говоря, почтовый адрес организации на втором титульном листе. Это обязательно. То есть 2 титульных листа. Ну, а далее, собственно, это заявка. У нас их с вами традиционно 2. Это вторая заявка, та, которая пойдет уже, собственно, на федеральный уровень. И вы ее заполняете и также в формате Word нам присылаете. Ну, а дальше уже идет, собственно, оргкомитет и так далее. Коллеги, возникло 2 вопроса в ходе моего выступления. Мое выступление подошло к концу. Я сейчас переключусь на презентацию и, точнее, на последний слайд презентации, где представлены контактные данные, собственно, адреса электронной почты, номера телефонов мой и Тамары Александровны Четкиной, как я вам обещала. Собственно, мы с ней совместно ответственны за проведение данного конкурса. А в данном случае, если будет у вас возникать, коллеги Тамары Александровны, добавочный 317, я прошу прощения, называется «Поспешайте медленно». Это я сейчас про себя. Вот видите, опять-таки же, невнимательность. Да, то, о чем я вам говорила, может быть, и у вас такого и нет, но тем не менее лучше перепроверить несколько раз. У меня не было такой возможности. Итак, коллеги, вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите. И Нике Ивановне я уже, прошу прощения, если неправильное ударение, могут ли участвовать, вопрос задала, могут ли участвовать в конкурсе работы, которые принимали участие в конкурсах на муниципальном уровне. Коллеги, если... Во-первых, что это за конкурсы? Если у вас есть аналог такого же конкурса, это муниципальный уровень, то мне кажется, что на уровень республики мы вывести можем. Тут ничего страшного нет. Здесь говорится о другом, что, например, победители прошлых лет не могут приходить с той же работой еще и в этом году участвовать. И второй вопрос у нас был, это, собственно, может ли в конкурсе принимать участие прошлогодняя работа, не занявшая призового места, но доработанная в этом году. Мы с Тамарой Александровной обсуждали этот вопрос и сказали, что если эта работа была действительно не заняла призового места, то мы даем вам возможность, федералы нам по этому поводу ничего не говорят, то есть никаких запретительных мер нет. Если ваша работа доработана, и вы считаете, что она достойна быть представлена на данном конкурсе, то мы считаем, что, в принципе, никаких препятствий в данном случае не возникает. Подошла Тамара Александровна, поэтому мы вот так вот переглядываемся. Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Ну, если вопросов нет, то я напоминаю, что чтобы у вас так вот прям в памяти отложилось раз и навсегда 2 основных момента, что работы мы принимаем до 22 марта. И второе, что без прохождения технической экспертизы работы на федеральный портал конкурса мы не загружаем. Желаем всем вам успехов. Мы надеемся, что работы будут, как всегда, очень интересные, очень содержательные. И мы желаем вам творческих вдохновений и до встречи уже в таком вот формате. Всего доброго. До свидания.